Сегодняшние школьники – завтрашние студенты. С удовольствием слушают рассказы о специальностях и получают подробную информацию о порядке поступления. Многие из этих ребят уже выбрали интересующую их профессию. Пятимат Арабханова, ученица 10 класса, одна из них. Смотреть, какие тут профессии есть, как тут объясняют, что тут есть. Поэтому просто пришла, чтобы посмотреть. А кем ты планируешь быть в будущем? Врачом. Определиться с профессией – дело вовсе не из легких. Выпускникам школ важно увидеть все достоинства, которые может предложить учебное заведение, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития. Практикующие специалисты в сфере информационных систем и программирования, правоохранительной деятельности, профилактической стоматологии, а также педагогики дошкольного образования. Организаторы мероприятия постарались сделать все, чтобы заинтересовать абитуриентов учебой в СУЗе. Перед абитуриентом сейчас стоит нелегкая задача – выбор будущей профессии. И цель этого мероприятия заключается в том, чтобы помочь им определиться с выбором профессии. Сегодня как раз вот тот момент, когда в жизни каждого молодого человека происходит такой определяющий выбор. То есть, кем он будет в жизни, чем он будет заниматься. Поэтому сегодня, обращаясь к ним, я тоже выступил в своих словах, я им сказал, чтобы они максимально ответственно подошли к этому делу, чтобы в этом деле не было такой, можно сказать, формальности, да, либо безалаберности, чтобы человек четко понимал, чего он хочет в своей жизни. Специалисты подробно рассказывают не только об учебе в стенах колледжа, но и о возможностях и перспективах дальнейшего трудоустройства. Залина Дзейтова, к примеру, привлекая будущих студентов, делится положительными сторонами своей учительской деятельности. Чтобы они воспринимали то, что ты преподаешь. И вот это наблюдение постоянно, что нужно смотреть какие-то привычки ребенка, надо стараться найти к нему подход. Это воспитывает в учителе психолога. А Марета Мейриева признается, самое приятное в профессии врача – это благодарные пациенты. У нас дефицит хороших медсестер, дефицит хороших медиков в общем. Поэтому нашей республике необходима хорошая основа именно медработников. Выбор будущей профессии зачастую головная боль не только детей, но и взрослых. Райхан Тужахова приехала на день открытых дверей вместе с внуком. Признается, такой увлекательной экскурсии никак не ожидала. А чтобы мероприятие проходило в более непринужденном тоне, организаторы накрыли стол и устроили фестиваль совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии. С нуля все сам учил. Особенность в том, что я черпал информацию буквально из интернета. То есть, к сожалению, у нас нет таких, скажем, таких мест, учебных заведений, где можно было обучиться ювелирному ремеслу, только вне республики. Такой день открытых дверей колледжа проводят впервые, но, как заявляет руководство учебного заведения, теперь это станет ежегодной традицией. Хава Газикова, Хамзат Халухоев, Новости 24.